Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 4 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Замечательные карты выпадают. Так, будем подсказывать из цыганской колоды. Итак, у нас королева жезлов выпадает как карта дня. А это значит, что есть возможность сегодня как-то засветиться, показать себя с лучшей стороны, добиться каких-то своих целей, получить, может быть, долгожданные какие-то результаты, может быть, даже подарки какие-то, да. Очень хорошо эта карта помогает добиваться поставленных целей, получать уже результат какой-то. Очень хорошо здесь влиять на своих детей, договариваться с ними, находить с ними общий язык. Может быть, кстати, у детей вот по этой карте будут какие-то успехи, достижения. Это может быть сдача экзаменов успешная, это может быть победа в каких-то конкурсах или получение каких-то разрешений, да, может быть, на отдых. Что еще здесь важно? Важно обращать внимание на знаки. Посмотрите, здесь на карте такая есть кошка черная, да? То есть день будет вам подсказывать, как вам лучше действовать, в какую сторону пойти, что ждать от встречи с каким-то человеком и так далее. Какое-то решающее значение будет иметь женщина какая-то, да? Может быть, женщина, которая руководитель на вашем предприятии, или женщина-предприниматель, или, может быть, мать, свекровь, или, может быть, подруга. В общем, любая женщина, которая обладает, знаете, такой харизмой, у нее такая яркая, сильная энергетика. Она умеет решать свои какие-то жизненные задачи, вопросы легко, с таким напором, оптимистично. Она не боится показать себя, она не боится быть настойчивой, она не боится быть правой, да, вот такая женщина может оказать значимую поддержку. Может быть, если вот меня смотрит женщина, да, то именно вы, если сегодня решаете какие-то важные дела, то нужно быть вот именно такой целенаправленной, оптимистичной, уверенной в себе. Вы точно знаете, что достигнете всего, чего только хотите. Умение влиять на других людей с помощью слова, действия, с помощью реализации каких-то важных своих задач и планов. То есть люди смотрят, как вы этого достигаете, начинают к вам относиться с уважением, начинают вам предлагать какие-то важные для вас вещи. Да? Ну и, конечно же, не забываем про то, что обращать внимание на знаки, которые дает Вселенная. Теперь то, что будет помогать. Будет помогать карта старший аркан императрица. Опять же, уверенность в себе, настрой на какую-то счастливую жизнь, на изобилие, настрой на то, что все будет хорошо, настрой на то, что обязательно будет что кушать, что одеть, причем, может быть, дальше, даже больше, чем то, что нам нужно вот при необходимости, да, то есть это даже изобилие какое-то. Если у вас есть какая-то идея, очень важно, ее можно реализовывать, будет помогать желание что-то создавать свое, допустим, начинать свое дело, начинать, допустим, хобби свое превращать в бизнес, да. В общем, все, что дает нам возможность как-то себя реализовать, и не просто реализовать для удовольствия, а чтобы с помощью этого еще и заработать, улучшить как-то свою жизнь, вот это все будет у нас на благо. Хорошо сегодня тоже на природе побывать, потому что природа наполняет как раз вот такой энергией творческой, да, дает возможность реализовать какое-то время, желательно выделить на это. Ну и, конечно же, все, что связано с деньгами, комфортом, умением договариваться в отношениях, будет все нам на благо, на помощь. Что будет мешать? Как ни странно, туз пентаклей. То есть, если мы будем рассчитывать на то, что все придет к нам само, без наших усилий, если мы будем рассчитывать на какое-то счастье в будущем или на счастье, которое нам даст другой человек, или вот мы будем рассчитывать на то, что кто-то когда-то
что-то нам сделает такое приятное, да, даст нам денег, одарит любовью, даст возможность заработать, пришлет приглашение, допустим, на собеседование на работу. То есть вот эти все ожидания, они будут нам вредить. Нам самое важное – работать, действовать. Не зря у нас здесь карта жезлов. Да? Жезлы – это всегда действие. То есть сколько бы мы ни мечтали, сколько бы мы ни хотели, это не даст нам счастья. И вообще, счастье дает только победа. То есть у нас есть какая-то проблема, мы ее решили, и после этого чувствуем себя счастливыми, потому что мы смогли, мы победили. То есть вот счастье именно в этом. А если мы ждем, что это просто что-то само собой случится вне зависимости от нашего вклада, это не принесет нам счастья. Это только самообман. Давайте посмотрим взаимоотношения. Для тех, кто в поиске партнера, вот может произойти какая-то встреча. Причем человек очень такой положительный, человек простой. Он вроде бы и занимает даже какое-то место хорошее в обществе и имеет как бы финансовую обеспеченность. Очень добрый такой, тактичный. У него полно каких-то влиятельных друзей. Но тем не менее, это человек, знаете, такой... легко общается абсолютно с любыми людьми, он никого не осуждает, он такой весельчак, оптимист и так далее. То есть вот с таким человеком есть возможность познакомиться. Для тех, у кого есть пара, валет бубновый. Но здесь может быть проблема. Здесь может быть вы слишком настроены на какие-то личные достижения, да, не обращаете внимания на мнение своего партнера, либо на его потребности, и можете как-то, знаете, проигнорировать, резко себя или холодно как-то повести. Вот несмотря на то, что у нас дама жезлов, это наоборот такая теплая, как бы сказать, теплый такой человек, человек, который способен понять, поднять настроение, но может быть слишком увлечены здесь собой и не замечаете того, что нужно партнеру. Либо, знаете, может быть, ваш партнер будет вторгаться в ваше, как сказать, ну, в вашу личную какую-то территорию, да, и это может вызвать негативную реакцию. То есть вот здесь могут быть ссоры, будьте осторожны. Может быть, придется какое-то радикальное решение принимать вам и вашему партнеру. Может быть, допустим, нужна будет... Может быть, вам нужно подучиться, допустим, в своей работе, да, в своей профессии, чтобы какой-то новый опыт получить. Это для вас важно, это будет для вас продвижением, это возможность больше зарабатывать. А ваш партнер, допустим, против, и все. То есть он говорит: нет, не хочу, чтобы, допустим, деньги куда-то лишние уходили, время тратилось не на семью и так далее. Да? То есть может как-то ревностно себя так проявить. Может быть, вы, допустим, будете как-то проявляться, наоборот, тепло по отношению к партнеру, а он холодно, да, то есть как-то отвергает ваши какие-то добрые намерения, да, тоже здесь вот может быть как бы стычка такая произойти. В общем, карта говорит о том, что нужно в отношениях быть сегодня особенно осторожными. Если даже вы с чем-то не согласны, может быть, не стоит именно сегодня говорить об этом, может быть, стоит переварить информацию, да, а потом как-то спокойно об этом говорить, так, чтобы никого не обидеть, чтобы не было какой-то излишней критики, чтобы не было какой-то отчужденности, такой холодности, может быть, не было, чтобы... такого ощущения, что вы вторгаетесь вот на территорию, на личную территорию своего партнера. Тогда вот это можно будет как-то сгладить. Для тех, кто в ссоре, девятка трефовая, карта говорит о том, что можно пообщаться с вашим партнером, ну, допустим, на профессиональные какие-то темы, может быть, попросить какой-то помощи, да, и вот с помощью этого помириться. Но самое главное здесь как бы не обманывать, да, потому что он сразу почувствует, что вы просто манипулируете им. А вот если действительно такая ситуация возникнет, да, вот есть возможность помириться. А теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, десятка трефовая.
Ну, с работой, возможно, сложно. Либо вы хотите многого здесь очень. Может быть, вы хотите какой-то высокой должности, хотите реализовать какую-то мечту сейчас, да? А вам, может быть, нужно это как-то на потом отложить. Может быть, просто нужно сейчас работу, на которую вы можете заработать себе на жизнь, и все. А потом, может быть, и искать уже того, что хотите. Либо здесь нужно воспользоваться помощью людей, которые вот уже какой-то властью обладают, возможностями. Но вот напрямую вот так не получится здесь. Для тех, у кого уже есть работа, дама червовая. Но карта говорит о том, что вы как-то слишком эмоционально здесь относитесь к работе, либо если вы, допустим, работаете на дому, то вот постоянно кто-то вмешивается в ваши дела, не дает вам сосредоточиться, уединиться, и вот у вас может быть так буря эмоций каких-то по этому поводу. Ну вот карты советуют в таком случае разделить просто время, допустим, половина там дня или сколько вам нужно на работу, и вас никто не беспокоит, вы договорились, да, а остальное время вот целиком и полностью вот семье посвящаете. Хорошее время для того, чтобы отдыхать, хорошее время для того, чтобы принимать гостей, друзей. Может быть, кто-то приедет к вам в гости из родственников, или, может быть, дети, допустим, уезжали куда-то, возвращаются домой. Но вот как-то работа сегодня, она не очень тут клеится, слишком много эмоций в ней. Может быть, конечно, в работе какие-то перемены. И это тоже вот вызывает ваши эмоции, может быть, страхи какие-то, может, какая-то неопределенность есть. Но вот эта карта говорит о том, что все будет к лучшему. Вы даже не переживаете, все обязательно выровняется. Просто здесь такое есть время, когда не видно, как решить проблему, да? Но вы в любом случае вот скоро узнаете, что все это к лучшему. Для тех, кто своим делом занимается, десятка червовая, у вас здесь тоже очень комфортно день проходит, вас все поддерживают, у вас получается как-то ладить со всеми и сразу, у вас получается зарабатывать легко, комфортно. Это, кстати, хорошее время для того, чтобы привлекать к работе вот близких людей, да, может, это семейный бизнес или, может быть, друзей. А вот единственное, что может быть все-таки слишком много здесь эмоциональности, да, тоже. Вот какой-то день такой, когда слишком много эмоций там, где их быть не должно. То есть работа, она лучше без эмоций, да. Работа, она лучше, когда мы ну, как-то нейтрально относимся к тому, чем занимаемся. А здесь мы как-то очень бурно реагируем, здесь мы как-то, может быть, хотим, чтобы все к нам относились очень хорошо, как к своим друзьям, приятелям, да, хотим любви, может быть, даже требуем какого-то внимания к себе. И вот это может огорчать, омрачать. Так. Но, в принципе, у вас все равно здесь хороший день, и заработать сможете, и решить все какие-то вопросы важные, проекты какие-то завершить. В любом случае, здесь день хороший для вас. Но просто могут быть какие-то моменты, когда вот эмоции поднимаются и мешают вам работать. И финансы, посмотрим на сегодняшний день, в финансах перемены. Но здесь какие перемены? Скорее всего, либо новые какие-то предприятия, новые проекты дают деньги, либо это новая работа для кого-то, да, и поэтому здесь придется подождать какое-то время в плане денег. А может быть, вот для тех, особенно кто работает в торговле или занимается коммерцией, предпринимательством, очень хорошее время для того, чтобы совершать сделки купли-продажи. И здесь вот прям могут приходить деньги из разных источников. Причем, знаете, может быть, новые люди приходят какие-то. Допустим, у вас есть постоянные клиенты, а это новые люди, новые клиенты, которые вот заказы вам делают, да, которые покупают что-то у вас. Также хорошее время для того, чтобы менять что-то в своих финансах, как-то по-новому учиться зарабатывать. Может быть, это открытие второго какого-то направления, да, может быть, вы никогда этим не занимались, но вот можно попробовать что-то свое новое открывать, и это будет приносить деньги. В общем, эти перемены здесь к лучшему. Лучше, если вы хотите денег сегодня, нужно вот в каком-то новом направлении взглянуть, либо новых людей привлечь к этому.
Теперь по итогу дня что будет? Дама пиковая. По итогу дня вы будете, в принципе, очень даже довольны днем. Вы будете чувствовать, что что-то победили, с чем-то закончили. А может быть, если был тяжелый период, уже здесь улучшение такое чувствуется. Если болели, вот здесь выздоравливаете. В общем, какое-то общее благополучие, такое состояние комфорта и расслабленности в конце дня. Возможно, здесь есть какие-то подарки, какая-то романтика в конце дня. Может быть, это просто дружеское какое-то застолье или семейное застолье. В общем, вам комфортно и приятно, и вы довольны тем, что вы сегодня сделали. Друзья, всем желаю прекрасного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.